Ассаламу алейкум, багалы джамаа. Добрый вечер, дорогие гости. Мы начинаем наш вечер. И мы собрались с вами здесь сегодня для того, чтобы разделить горечь воспоминаний о минувших бедах, постигших наш народ, к сожалению. Всем нам известна трагическая дата 2 ноября 1943 года, день, когда карачаевцы подверглись насильственной депортации и были сосланы в степи Средней Азии. Став пленниками горя, люди вмиг потеряли не только родные очаги, но и доброе имя, и мечту, и свое завтра. Депортированные в то трагическое утро 2 ноября 1943 года в Среднюю Азию называют его Киямакин – День светопреставления. Сегодня к нам пришли люди, способные поведать обо всех ужасах депортации, ссылки, о том, как все это было. И первый человек, которого мы хотели бы пригласить сюда к сцене, человек, непосредственно которого можно назвать, наверное, ребенком депортации, это Саркитов Казбек Рамазанович. Если можно, давайте встретим. Я сегодня своей внучке рассказываю, говорю, вот так случилось, вот так случилось. Но, говорю, мы и там не потерялись. Вот. Столько прошли, и теперь не потеряемся. А сейчас, сейчас наше вот это количество, оно начало переходить в качество. Вот наше качество. Вот. Вы учитесь в Москве, в хороших институтах. У кого головка светлая, будет дальше лучше. Кто не хочет учиться, как это? Аллах. Но вот это количество, оно перейдет в качество. Аллах Айца, Карачай-Аллах еще дадут о себе знать. Вот. И будут у нас много и знаменитых людей, и хороших, и мужественных. Спасибо вам огромное, Казбек Рамазанович. Видела, как девушки с трудом сдерживали слезы. Что ж, а мы, наверное, перейдем дальше, да? И хотим презентовать вам небольшой ролик от режиссера Надежды Хаджиевой. Давайте посмотрим на экран. 1 миллион рублей на строительство боевых самолетов колхозник Карачаев. И вдруг в одночасье партизаны, колхозники и трудящиеся, не говоря уже о их сынах и дочерях, сражающихся на передовой, объявляются пособниками фашистов. Окончательный вердикт гласит, что народы переселены в предоставленные районы навечно. Мы продолжаем с вами дальше. Трагедия произошедших событий, как и любое сильное потрясение, воплотилась в народном фольклоре и в народном творчестве, в особенности, наверное, в поэзии и в прозе. Множество прекрасных стихов было создано поэтами, а также много прекрасной прозы поэтами, писателями современности. Некоторые из них пронзают душу до самой глубины, когда мы все это с вами читаем или слушаем. И хотелось бы нам сегодня к сцене, к нашей, пригласить, можно их так смело назвать, детей Эльбрусоида, наших эльбазавриков, которые подготовили стихи величайших поэтов. Давайте мы их повстречаем. Читают Анзор Шидаков, Лейла Шидакова, Амин Хасуев, Кемал Мусакаев и Амина Шидакова. Узак айрылып кетип барабыз. Ой, бизни өстүрген тауладан, биз эргенлеге бош жылайдык, аланан сплалла сауладан. Жашларыбыздын аскерге алдыла, онсузлары түрме сынайла. Ой, бизге жеткен мукыймуклага, ташла, таулада жылайла. Инектерибиз орунда калдылар. Эшиктери ачылмай өкүрө. Машинага минип кетип барабыз. Ызбызга карап өкүнө. Стауат саклаган бизни итлерибиз ызыбыздан карап улуйла. Жаңыз күнгө Кавказ журтунда. Калай элдерибиз коройла. Москвадан келген аскер командирлер айланып бизни сайнайла. Ой, бизни коюп кайры барасыз деп, өлгенле да жылап карайла. Ала жыламайын калай этсинле, кеттиле дуачы картлары. Казакстанда бир жылга болду ол картланы артлары. Бизни жаназачы дуачы картла, жатала жаназасыз, дуасыз. Мешгитлерибиз этилип калдыла, байырым күнледе жумасыз. Волгадан өттүрүп, эшелонларын эшиклерин ала ачтыла.
Эч карнашын тапмай термелерче каллай кум түзлүгө чачтыла. Бизни мында төккен мор эшонла, энди башка жолла сала алла. Өксүз калган сабилерибизни бында детдомлага ала алла. Кавказ талоны ордуна энди кыргыз талоны көрөбүз. Ачлыкта жетип, хава жарашмай. Инжилип, ажымлы өлебиз. Кыргыз талоны ошатып карайма. Кавказда арю таулага. Өлгендеге не амал этейик? Bir gün tuar edi sağlığa. Bizde çamında öselli değil, şaptallabla balili. Sovet basğa ne hata etkelli, kartla, katınla, sabili. Beri bir karağız oy camağatım, tögülüp kalganla sabili. Kulu Aziyada ajımlı ölgenli, planı taphan anala. Отчаев Сагыт, нас бросили в пески. Не корите меня, дорогие друзья, вновь вернуться хочу я в те скорбные дни. Не ленитесь, послушайте, люди, меня, веселение боль снова душу сотнит. Второй день ноября, горький вторник настал. В 43-м коварно подкралась беда. Испытав беззаконие, народ застонал. Мы покинули наши дома навсегда. Второй день ноября. Выпал горестым днем, и вода в горных реках бессильно шумит. Нас взрастивший Эльбрус провожает дождем, облаками закрывшись, вздыхая стоит. Эту горечь и скорбь никогда не забыть. Если сможем мы жить, если будем дышать, это варварство нам не понять, не простить. Если все не погибнем в изгнании, как знать? Пусть все беды познали мы здесь, знаю я, не согнемся и вынесем все до конца, не сломить нашу волю. И скоро, друзья, наш воспрянет народ, возликуют сердца. Время властно над нами, и мрак бытия принесло оно нам, и оно унесет. Как бы не было трудно, поверьте, друзья, что кому суждено, тот свое и возьмет. Ай, вы дерзкие парни, не будьте слабы, и не радуйте тех, кто 100 крат хуже вас, если род полон крови от горькой судьбы. Пусть не знают об этом враги, мой наказ. И во все времена сильным был наш народ. Если будем мы живы, свое мы возьмем. И, услышав молитвы, Господь из щедрот нас осыплет сполна, и свой край мы вернем. Пусть умершие наши в рай вечного уйдут, и Аллаха мы молим за них со слезами. А живые пусть снова свой край обретут, пусть увидим мы это своими глазами. Если честно трудиться, не вкушая запрет, на добро непременно ответит Аллах, если помнит народ свой намыс и адет. Наши беды исчезнут, как эхо в горах. О Всевышний, Ты с нами всегда, верю я. Ты услышь наши просьбы и счастье нам дай. Уничтожь Ты врагов, и пусть снова заря вновь раскрасит любимый, родной Карачай. Вот такая вот у нас новая плеяда чтецов. Давайте еще поаплодируем, они такие молодцы. Они свое выступление подготовили в кратчайшие сроки. Я на самом деле такой памяти удивляюсь. Если что-то и забыли, то забыли только вот из стеснения, да, от волнения, переживали, потому что старались. А мы с вами смотрим следующий ролик, да? Можно? Выключаем свет. Внимание на экран. Все рушится, все падает во тьму, под черным ураганом выселения. О, дай, Аллах, народу моему, годину эту страшную терпение. Я пожил, я немало видел бед, но что они в сравнении с той, что ныне изгнанник я, и вот под старость лет с родным народом маюсь на чужбине. Уже тускнеет свет в моих глазах, но через все страдания и сомнения лишь об одном молю тебя, Аллах, народу моему пошли терпение. Слух пропадает, и голос у меня завоет пес мой, чувствуя тревогу, и люди деревянного коня не снарядят в последнюю дорогу. Но жив пока могу дышать,
Под тяжким гнетом горестных событий я не устану братьям повторять: вы ненависти в сердце не копите. На скачках проверяют скакуна. Пройдем же сквозь хулу и сквозь проклятие. От горя, как от скверного вина, не обезумьте, к вам взываю, братья. Народ наш не был баловнем судьбы, и голод доминал нас, и набеги, но не свернули с праведной тропы, и дай Аллах нам не свернуть вовеки. И головы летели наши в прах, когда мы с неприятелем сшибались, и пламя гасло в наших очагах, но мы всегда народом оставались. Знавали мы нашествие чумы, знавали наводнения и лавины, но горской чести не роняли мы, свидетели и горы, и долины. Наш край родимый, как он далеко, и хлеб и знания в нашем горле комом. Да, выдержать такое нелегко, не выдержать, покрыть себя позором. Возьми слова Казиме, брат, возьми, и выставь жизни под безумным гнетом, пока не хватит силы быть людьми. Мы на земле останемся народом. Говорят, забудь. Мне твердят, колыбельную песню забудь. Горных рек по ущельям проложенный путь. Цвет высот, наполняющий радостью грудь. Позабудь горской жизни извечную суть. Позабудь родников освежающий вкус и росу, что сверкает несметностью гуз. И трудов над завешенных сладостный гроз, и царящий над миром двуглавый Эльбрус. Мне твердят, позабудь дорогие края, где зарыта в земле пуповина твоя, и очаг, пред которым сидела семья, где варилась насущная пища твоя. Позабудь свой аул, что в предгорьях возник в дни, что памятны лишь знатокам древних книг, дом, к которому ты с малолетства привык. Позабудь своих предков, забудь свой язык. Мне твердят, позабудь про орлиный полет, про свободу, что в сердце у горца живет, и привыкни к местам, где бесправие и гнет ожидает и впредь твой несчастный народ. Мне внушают, забудь, но забыть не могу наших гор высоту в серебристом снегу, и цветов пестроту на весеннем лугу, и вечерние танцы в шумливом кругу. О, мечта моя! Солнце надеждой встречай, словно всадник, скачи в обездоленный край, не гнездовья орлиных, бестрепетных стай, где в горах и долинах пролег карачай. Крылья чистой души, крылья светлой мечты унесут за пределы запретной черты, в те края, где синеют в тумане хребты, где потоки шумят и аллеют цветы, в те края, где срываются с гор водопад, где надгробия предков по внукам грустят, где нас ждет карачай, как орлица орлят, и куда наши песни еще долетят. Семенлен Исмаил, Смаил қайтты жеріне. Мен семенлені семенме дейме, чидамымла эменме. Бек тансық болып, бек ашық болып, Шам Қарачайға келгенме. Сен семенлені семенсе дейле, менден жыр ойын излейле. Чачылған жұртқа басынған адамла, менге көзүбүзүнү ач деп тілейле. Мен де сенче біреулен алан, ужарлы жұртны уланы. Мен де сенче инана алмайма, керти көрдім деп давланы. Жүрек тықсыса аваз чыкмайды, тамағын қысып буылып. Бүгін Смаил жыр айта алмайды, көзден жыламып қойылып. Ана бла бала түбешкен кебек, жұрт халқы бла түбешті. Саулай 14 жыл бастырып тұрған жылуын бізге үлешті. Жүрегі тықсы, көзі тола, тойла етет қарачай. Бұ қуанч күнні, бұ қайтқан күнні Саулай дүнияға айғақлай. Күніңіз ашық болсын. Қарт атама ауазы құлағыма түшімдече жашырақ болып келеді. Қызым десе айтте дейме ызына, ол менге жашау жарық береді. Адамлықны тас етме қызым, өткір жүрекли, үхтем бол. Туған жуық бұла бірді ызың, миллетің бұла біріннет бір жол. Бүтеу дүния шағат бола алмайды, жеңіз Аллах көрет бізне. Болған еткен затың қолаймыд, еткен сағышыңа кірсіз, заман өчіп өтіп кетсе де, тарихны тұтарық сіз.
Миллет саулайын, ол да сен да, эм жашабады тигиз. Күн таяқча ташайғанды, кеткен төліні заманы, қачқы чапырақча азайғанды миллетні азатқаны. Берегегіз, жашнағыз, азат тұлпар қарачай, сізні елген құрч қайық, чыртты жолдан ажашмай. Сау болыңыз. Тау еллеге қара қанға жауғанды, эки қая бір-біріне ауғанды. Тау еллеге бұсындықлық нек жетті, қалмай бірден насыбыбыз нек кетті. Жарлы бізге аман оноу бичтілі, бұ кәфірла қаныбызны ичтілі. Оңы болған қазаватқа кеттілі, оңсызлаға біртер сонау еттілі. Біз барабыз вагонлада олтырып, етеклені жиламықтан толтырып. Біз барабыз ышармайын, күлмейін, элтип кайры куярларын билмейин. Кыргыз казак өзүндөгө төгүлдүк, терслиги биз болмагандай сөгүлдүк. Көчкүнчү деп кирли болуп атыбыз, жокту биздин кагатыбыз, хакыбыз. Комендантла ызыбыздан марайла, ултка саклап көзүбүзгө карайла. Комендантла бизни күтүп туралы, кол салырга кеч калдың деп уралы. Өлгөндени салыр кебик жер болмай, кабырланы казар кебик эр болмай, тышырула кабыр казуусун айла, өлгөнлерин көрө алмай инжилайла. Көп инжилип эркин болдук, шош болдук, тутмаклыктан башыбызга бош болдук. Энди биз да журтубузга кайтайык, улла Аллахка мактабыз пас айтайык. Кыргыз казак конак кебик көрдүгүз, кыйын күндө бизге хурмет бердигиз. Кыргыз казак сау калыгыз, саламат, кабырланы сизге этебиз аманат. К нам пришла внучка героя социалистического труда, члена группы делегированных в Москву по вопросу возвращения карачаевцев на родину Кубановой Нурзулы Хачаевной Лейла Буташева. Давайте встретим. Мне кажется, что, как говорится, Аллах не дает тебе тех препятствий, которые тебе не было бы возможности пройти. И Аллахашку, что карачаевский народ оказался именно тем народом, который пронес все препятствия с гордо поднятой головой, к сожалению, с большими потерями, но с чувством выполненного долга вернулся к себе на родину. У нас в гостях заместитель председателя Духовного управления мусульман города Москвы Акказиев Рашид Яхьяевич. Салам алейкум, дорогие братья и сестры. Я прошу прощения, что немножко задержались на этот важный вечер. И, естественно, мы знаем по истории о тех трагических событиях, которые произошли много лет назад. У каждого народа были трудные страницы в истории. Альхамдулилля, что сегодня карачаевский народ, балкарский народ, он стремительно развивается. И фонд Эльбрусоид вносит огромный вклад в развитие карачаево-балкарского народа. И хотелось бы, как представитель все-таки духовной организации мусульманской, прочитать дуа вместе с вами, дорогие братья и сестры, за всех, кто пострадал в те времена, и вообще за всех мусульман, за каждого мусульманина, за живых и за уже ушедших. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن نور قلوبنا بنور القرآن واجعل القرآن شفاء لنا من كل داء ومونسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا على صراط نورا ومن النار سترا وحجابا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصل وسلم على من أنزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين
اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. Дай Аллах, чтобы никогда в истории ни Карачаевского, ни Балкарского, ни каких-либо других народов не было таких более драматичных страниц. Спасибо большое. Ассаламу алейкум. Мы хотим передать слово члену Союза журналистов Российской Федерации, Союза писателей Российской Федерации, народной поэтессе и заслуженному работнику культуры Карачаево-Черкесской Республики Байрамуковой Фатиме Ибрагимовне. Прежде всего хочу поблагодарить вот эту молодежь, которая пришла сегодня. Все, что мы писали, все, о чем мы говорили, каждое поколение уносит с собой. И вот то, что вы сегодня пришли, послушали, и что-то унесете с собой, и, значит, память о тех страшных днях будет жить. И я надеюсь, что вы тоже будете передавать своим детям, поколениям, которые придут после вас. Я хочу прежде всего вот сделать небольшой экскурс. Эти вот фотографии мы здесь поставили, повесили, чтобы вы потом подошли, посмотрели. Вот это письмо Тимирджанова Адрахмана, и вот датировано 44-м годом, октябрем. И вы видите последний абзац. «Если уйду из жизни, то с чувством исполненного долга, оставляя неизрасходованную жгучую ненависть к фашизму. Умоляю, не тревожь себя, все будет прекрасно». Вы понимаете, вот у меня много его писем, и этот человек все время не то что война, и у него вообще здоровье было очень слабое, но он был сам на фронте и при этом поддерживал своих близких и не унывал. Ребята, которые после того, как нам разрешили в 1956 году, некоторые, не дожидаясь массового переселения, просто уехали. Уехали, взяли чемоданы, оставили все нажитое за 14 лет, уехали. Не могли ни одного дня оставаться. И вот приехали, и уже в 1957 году, когда было массовое уже возвращение, эти люди вот соорудили из дерева, к сожалению, не сохранилась вот эту триумфальную арку. И посмотрите, день встречи карачаевцев написали наверху. И жаль, что были трудные времена, было не до того. И, к сожалению, вот эта арка не сохранилась. Но это было сделано. Это очень важный момент. А это уже вот я все время с любовью, с благодарностью вспоминаю, был такой Молотков, который фотографировал прямо там на станции в Джугуте возвращающихся. И вот много их, несколько, где-то десяток фотографий, которые сохранились и которые мы эксплуатируем во всех и книгах, и фильмах. Вот первые встречи. Люди были же разбросаны по всему Северному, по всей Средней Азии, Казахстану. И вот здесь, кто выжил, вернулся, они здесь встречались. И вот первые минуты радости встречи на родной земле. Тажал халкым, жүрегімнен өттіріп, жарсуыңы жейдің бұшу китапқа. Жүрегіңе ұрғанына тыңғылай, сүймеклігім өсті сеңе мен қатқа. Жұртсызлықны, жырсызлықны ачуын, ұчызлықны саула бұласынадың. Өлгеллені қар бірі білі бір өліп, бұл дүнияда ахрат азап сынадың. Не чексең да адамлықны жүгенін, иімегенсе олды дуан жолыңа.
Хамадан да, гирохтан да, дерттен да бек жарашат мауыл жүген қолыңа. Бушу китап. Аны отқа атарым, ол күйген біля, жүрек жараң сау болса. Алая ол жыламық көл, жанар мы? Жанар еді тамла күнің бір оңса. Я думаю, что тамла күніміз оңарықты. Все у нас будет хорошо. Потому как есть вы, которые сегодня пришли сюда. И вот я очень рада, что наши дети участвовали в этом, рассказывали стихи. И я думаю, каждый из вас внесет какую-то частичку вот той боли и той радости, той боли происшедшего и радости того, что мы живы и есть у нашего народа будущее. Аллах вам версин баров. Спасибо вам огромное, Фатима Ибрагимовна. Мы настоятельно советуем всем присутствующим прочесть книгу Фатимы Ибрагимовны Барамуковой под названием «Когда сердце горит от печали». Мы считаем, это такой must-have. Что ж, завершаем наш вечер, который уже подходит к концу. Мы одной очаровательной особой, талантливейшей, которую смело можно назвать прекраснейшим голосом карачаево-балкарского народа, Зуфра Кабардокова, исполнит для нас свою песню. Давайте поаплодируем. Bir çeşit